Остановимся на ключевых преимуществах и основных новеллах новой Конституции. Первое. В обществе, особенно в социальных сетях и экспертной среде, бурно обсуждалось основание для распуска Курултая. Первоначальная редакция статей 46 и 62, в основном граждане говорили про 62-ю статью, но она и 46-ю есть, содержались нормы о том, что в случае повторного отказа в согласовании ключевых назначений президент был обязан распустить Курултай. Данный механизм касался процедур назначения вице-президента, премьер-министра, судей Конституционного суда, членов ЦИК и Высшей аудиторской палаты, а также избрания председателя Курултая. Буквальное прочтение указанных норм вызвало обоснованную обеспокоенность граждан, поскольку текст Конституции требует предельной юридической точности. В этой связи эксперты справедливо отмечали, что риск произвольного распуска представительного органа не согласуется с формулой главы государства, сильный президент, влиятельный парламент и подотчетное правительство. Более того, автоматизм этой нормы мог спровоцировать институциональный коллапс и возникновение патовой ситуации в управлении страной, когда преднамеренная блокировка кандидатур на высшие государственные должности приводила бы к немедленному параличу всей государственной власти. Подобные сценарии хорошо известны в международной практике. Например, в той же Великобритании меньше чем за 2 года сменилось 4 премьер-министра, а одна из них проработала всего лишь 50 дней. В Южной Корее институциональной стабильности также нет. Во многих развитых странах из-за несовершенства основного закона по сохранению систем сдержек и противовесов между ветвями власти политические силы сознательно используют процедурные механизмы в личных интересах. Как правило, это оппозиционные партии, которые создают разные фракции и преднамеренно блокируют, чтобы довести ситуацию до распуска парламента. Например, они искусственно затягивают согласование кандидатур, блокируют ключевые назначения, доводят ситуацию до распуска парламента с целью неочередных выборов. В результате страдают не политики, а государство, граждане, возникает нестабильность, падает управляемость, тормозятся реформы. Поэтому фракция партии Аманат предлагает изменить формулировку 46-й, а также второй пункт 62-й статьи с «президент распускает» на «президент вправе распустить». Благодаря этому изменению суть трансформируется коренным образом. Исключается риск искусственного распуска Курултая, то есть устраняется сама возможность политического кризиса, который может возникнуть. При той формулировке, которая сейчас в проекте Конституции, подобный сценарий теоретически возможен. Достаточно последовательно отклонять предлагаемые кандидатуры, чтобы автоматически привести систему к досрочному прекращению полномочий Курултая. Механизм сдержек и противовесов может стать инструментом давления и политического торга в целях продвижения интересов каких-то групп. Предлагаемое уточнение является своего рода страховкой от попыток раскачать ситуацию изнутри, парализовать ее через искусственно созданный конфликт и втянуть страну в затяжной институциональный кризис. Решение о распуске не должно носить автоматического характера. Это осознанный политический правовой шаг, который принимается только при наличии реального, а не спровоцированного тупика в работе государственных институтов. Не навязано кем-то со стороны, а в зависимости от ситуации. Данные изменения соответствуют логике реформ и модели справедливого Казахстана. Таким образом, данная норма закрепляется как исключительная мера, а не неизбежный сценарий развития событий, что гарантирует стабильный государственных институтов. Также хотел бы предложить членам комиссии внести уточнение в пункт 2 статьи 62. Вместо назначения кандидатуры, предложенной президентом, заменить на назначение каждой кандидатуры, то есть предполагая на конкретную должность. Это позволит избежать разночтений в данной статье. Второе. Об институте вице-президента. Мы уже давно вышли за рамки регионального диалога и уверенно заняли место средней державы, участвующей в формировании международной повестки. Ни для кого не секрет, что объем международной активности президента за последние годы сильно вырос. Именно поэтому в статье 49 проекта Конституции вводится институт вице-президента. Мы осознанно выбираем понятную
признанную международную модель вице-президента, хорошо известному международному сообществу. Это повышает узнаваемость и политический вес Казахстана и делает нашу систему власти более понятной для внешних партнеров. Третье. Сегодня звучат в обществе все громче феномен культуры отмены, так называемый. Мы видим, как в разных странах общественная дискуссия все чаще превращается в охоту на ведьм. Человека не спором убеждают, а клеймом отменяют. Это не развитие, это тупик. Эти игры ведут к радикализации, к социальной усталости, к расколу. И поэтому для нас принципиально важно, чтобы в Казахстане свобода выражения мнений не превратилась в право на унижение и травлю. В проекте Конституции этому, соответственно, четкая ценностная рамка. Честь и достоинство человека неприкосновенны и охраняются законом. Это не про запрет критики. Критиковать можно решения, спорить можно с позициями, но отменять человека, ломать его достоинство нельзя. Мы не должны импортировать чужие культурные войны. Наш путь – зрелая дискуссия и ответственность. Четвертое. Обращаю ваше внимание на пункт 6 статьи 5 проекта основного закона, по которому в обществе тоже были вопросы. Например, в сети активно распространяют тезис о том, что данная норма якобы создает государство в государстве. Но это не соответствует действительности. Это полная чушь. Коллеги, нельзя допускать даже малейших сомнений в административной и тем более территориальной целостности нашей страны. Никто не собирается этим пунктом давать такой возможность, этой статьей. Казахстан остается унитарным государством с единым правовым пространством. Речь идет о создании отдельного центра экономического роста, где будут применяться более гибкие управленческие и финансовые механизмы для привлечения инвестиций и снятия лишних административных барьеров. Алатау – это не автономия и не особая территория, это наш казахстанский город. В нем предусматривается определенная финансовая самостоятельность, ускоренные процедуры для бизнеса, чтобы создать новые рабочие места, привлечь инвестиции. И все это строго в рамках Конституции и в рамках, конечно, модели унитарного государства.